Как известно, на многие государственные и коммерческие российские банки наложены санкции. И, безусловно, все эти процессы не могут не отражаться на Абхазии. Несмотря на это, как отметил председатель Национального банка Беслан Барателия, банковская система республики в силу определенных причин давно развивается в автономных условиях. Мы имеем корсчета с банками Российской Федерации, которая признала нас в 2008 году, с зарубежными банками. Банковская система Абхазии корсчетов не имеет, доступа к международным финансовым рынкам отсутствует, иностранные инвестиции в Абхазии на финансовых рынках также отсутствуют. Поэтому эта изолированность, в которой мы уже функционируем несколько десятилетий, она позволяет нам относительно легко адаптироваться к тем условиям, которые происходят. Все работает в штатном режиме, все корсчета, которые есть у банков, в первую очередь рублевые, работают как обычно, движение денег не приостановлено, все нормально, и наши партнеры, естественно, заявляют о том, что никаких проблем не будет, так же, как и работали, так же будем работать. Однако платежи в иностранной валюте, а именно в долларах, могут вызывать вопросы. Но однозначного ответа, какими они будут, по словам Барателия, нет. Поскольку все очень динамично меняется, и будет видно, какие каналы останутся работать, какие нет. Но пока в данный момент мы работаем обычно в штатных условиях. Более того, я вам хочу сказать, что за 2-3 года банковская система наша окрепла, она стала более устойчивой, и все эти потрясения, которые происходят, будут легче происходить. В частности, например, с 2017 годом, когда мы вводили временную администрацию в Сбербанк, когда были очень тяжелые времена. Сегодня ситуация значительно улучшилась в банковской системе. Ликвидности достаточно, денег, наличности много, никаких проблем с обслуживанием клиентов, с банкоматами никаких нет. По банковской теме, по обслуживанию клиентов никаких проблем нет и не ожидается. Многих граждан интересует, будут ли вовремя поступать российские пенсии и не остановится ли этот процесс. По словам Барателия, пенсии будут выданы по графику. Я буквально сегодня разговаривал с представителями Пенсионного фонда Российской Федерации. Они заверили, что никаких проблем нет. Все в обычном режиме, по графику, который у нас утвержден. Пенсия будет приходить, и наши пенсионеры также будут получать российскую пенсию. Поэтому я хотел бы обратиться к пенсионерам, чтобы они не переживали. Все точно так же, как и обычно, и просил бы не нагнетать ситуацию, не придумывать разные истории, не распространять фейки, которые не имеют отношения к действительности. Что касается банковских карт АПРА, они продолжают действовать на территории России. Также функционируют в России и Абхазии карты, чьи банки попали под санкции. Никаких проблем с обслуживанием карт, как АПРА, так и карт российских банков на территории Абхазии нет. Вообще никаких, то есть обслуживается в полном режиме. Другое дело, что многие российские банки, как нам говорят клиенты, установили лимиты на снятие денег. То есть, условно говоря, если раньше гражданин Абхазии, который являлся держателем российской банковской карты, мог снять до 100 тысяч рублей, а сегодня установлен лимит, допустим, до 50 или до 30. Каждый банк самостоятельно устанавливает лимиты. Но опять же, это вопросы не к банкам Абхазии, а к российским банкам, которые лимит устанавливают. Но тем не менее процесс снятия продолжается. Многие жители Абхазии являются пользователями российских банков. Глава Нацбанка отметил, что граждане, обеспокоенные нынешней ситуацией, массово снимали деньги с карт в конце февраля. Начиная с 24, 24, 25 и буквально 28, 3 дня, сейчас уже успокоилась, обеспокоенные тем, что могут возникнуть проблемы, наши граждане активно снимали наличность с банкоматов, то есть снимали деньги с карты, объем снятий доходил до 50 миллионов рублей в день. И второе, часть из них, видимо, стала пополнять карты АПРА. То есть снимали с российских карт, пополняли карты АПРА, потому что безопаснее, зная, что деньги находятся в Абхазии. Карты российской платежной системы МИР тоже в абсолютной безопасности, поскольку это национальная российская система, тоже гарантирует безопасность на картах МИР. А карты Visa и MasterCard, на данный момент они работают. Как дальше будет, покажет время, но во всяком случае на территории Российской Федерации все эти карты работают. Поэтому, в принципе, такой серьезной проблемы не существует, больше панических настроений и нервозности.
Центральным банком России была повышена до 20% годовых учетная ставка. Это связано с тем, что банку необходимо поддерживать рубль, чтобы стабилизировать ситуацию. Это никак не отразится на ставках на кредиты в Абхазии. Мы пользуемся рублем, поэтому те проблемы, которые возникают у рубля, они, естественно, автоматически отражаются и на нас, поскольку мы находимся в рублевой зоне. Но у нас есть ставка рефинансирования, которая с 2009 года не менялась, она равна 12%. 12%. Учетная ставка в России 20%. Но в связи с этим я не думаю, что ситуация на рынке кредитования как-то сильно изменится. Все будет также в таком же режиме. Это связано с тем, что мы, как я говорил ранее, функционируем в относительно автономном режиме. Беслан Барателия добавил, что у автономности банковской системы Абхазии есть немало минусов. Они связаны с тем, что нет доступа к финансам международных рынков. Но в нынешней ситуации такое положение банковской системы позволяет менее болезненно реагировать на происходящее. Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение.